Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 24-летний житель Кобяйского района похитил сейф организации, в которой работал, но не смог его открыть. В полицию обратилась бухгалтер одной из организаций. Она сообщила, что придя на работу, не обнаружила сейф, в котором хранилось 120 тысяч рублей. По горячим следам был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый рабочий этой же организации. Несколькими часами ранее он доставил лед в административное здание. Бухгалтер достала из сейфа деньги и, отчитав нужную сумму, положила их обратно. В тот момент у рабочего созрел план. Вечером он вернулся в здание с санками, взломав навесной замок, проник в помещение, похитил сейф, погрузил его на санки и вывез. Однако попытки открыть устройство не привели к ожидаемому результату. Так и не поддавшийся напору злоумышленника сейф был обнаружен во дворе подозреваемого. Он был возвращен на место. В столице республики на 19-летнюю девушку возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». «Бодливая коза» – так называлось заведение, где произошел инцидент. Выяснилось, что в тот вечер у 19-летней подозреваемой произошел конфликт в баре с двумя другими молодыми женщинами, после которого девушки вроде бы успокоились и их пути разошлись около барной стойки. Но через некоторое время, когда подозреваемая уже выпила значительное количество алкоголя и собиралась уходить из заведения, ее планы кардинально поменялись. Возле гардероба она столкнулась с одной из тех женщин, с которыми у нее ранее произошел конфликт. Не раздумывая, после пары оскорбительных фраз 19-летняя девушка нанесла оппонентке несколько ударов по лицу, от которых последняя потеряла сознание. После этого злоумышленница вышла на крыльцо заведения и встретила подругу первой потерпевшей. Ударом ноги она сбила вторую с ног, в результате чего та тоже получила телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». И еще одна 19-летняя девушка проходит по уголовному делу в столице республики. На этот раз по статье «Кража». В полицию обратилась жительница Якутска с заявлением о краже золотых украшений. Она пояснила, что редко носила изделия и поэтому не часто заглядывала в шкатулку, где они хранились. И каждый раз, когда она это делала, вроде украшения находились на месте. Однако недавно обнаружила, что содержимое шкатулки заметно поредело. Несколько наиболее ценных экземпляров исчезли. Выяснилось, что к сыну потерпевшей часто приходили друзья, среди которых до обнаружения пропажи золота числилась и эта молодая девушка. Начиная с сентября она похищала украшения один за другим. Полицейские уже установили место сбыта и работы по изъятию, возвращению их законной владелицы начались. Возбуждено уголовное дело, любительнице чужого имущества грозит срок до 5 лет. В Якутске 27-летний лудоман потратил деньги своей начальницы. В столичную полицию обратилась директор туристической фирмы. Женщина пояснила, что перед отъездом на курорт она оставила на хранение бухгалтеру фирмы свыше 415 тысяч рублей из личных сбережений. Деньги были переданы для того, чтобы в случае возникновения крайней необходимости фирма располагала наличностью. В поле зрения полиции попал один из сотрудников фирмы. 27-летний уроженец Верхоянского района не стал отрицать и дал признательные показания в хищении. Выяснилось, что у него игровая зависимость. Все свои деньги он тратил на спортивном тотализаторе. Работник знал, что в сейфе хранится крупная сумма, и в один из дней задержался на работе, чтобы их похитить. Все похищенные деньги подозреваемый проиграл, делал ставки. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Мегино-Кангаласском районе менеджер кредитного потребительского кооператива похитила почти 2 миллиона рублей. Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемая является менеджером кредитного потребительского кооператива в целях улучшения своего материального положения и погашения собственных задолженностей по потребительским кредитам в банковских учреждениях путем составления фиктивных договоров займов, а также расходных кассовых ордеров на третьих лиц, совершила хищение денежных средств кооператива, причинив ему ущерб в размере более 1 миллиона 900 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
В федеральной повестке на ферме в Хабаровском крае сгорел коровник с животными. В момент возгорания в постройке находились 45 коров и 100 свиней. Пострадали ли животные, неизвестно. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в ночь на 6 декабря по местному времени. Спустя час после этого спасателям удалось локализовать огонь. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. К мировым происшествиям по всей Франции прокатилась волна студенческих протестов. Они выступают против реформы образования, проводимой правительством Эммануэля Макрона. Рассказывает Артем Сторонов. К общенациональной акции «желтых жилетов» во Франции постепенно начинают присоединяться студенты. Они протестуют против образовательных реформ правительства Эммануэля Макрона. Изменения, в частности, предусматривают введение предварительного отбора студентов при поступлении в вузы и значительное повышение стоимости обучения. Во вторник студенты подожгли школу Сент-Экзюпери в коммуне Бланьяк возле Тулузы на юге страны. Пожарные быстро справились с огнем, однако здание, по их словам, получило значительные повреждения. Протесты продолжились на улицах города. Десятки молодых людей поджигали мусорные контейнеры, били витрины и выкрикивали антиправительственные лозунги. Полицейские разгоняли их слезоточивым газом. Студенческие протесты прокатились на этой неделе по всей Франции. В них приняли участие учащиеся из Парижа, Марселя, Ниццы, Лиона, Орлеана, Версаля и других городов. А у берегов Японии в ночь на четверг во время выполнения тренировочного полета столкнулись истребитель и самолет-заправщик морской пехоты США. Одного из пилотов удалось спасти, поиски еще 6 человек продолжается. Подробности в репортаже Рейтер. 2 военных самолета корпуса морской пехоты США потерпели крушение в ночь на четверг примерно в 320 километрах от берегов Японии. На борту находились в общей сложности 7 человек. Одного из них удалось спасти. Сейчас он находится в стабильном состоянии на авиабазе морской пехоты в городе Ивакуни на юге страны. Это очень печальный инцидент, но наши усилия сейчас сфокусированы на поиске и спасении пропавших моряков. Мы делаем все возможное. Инцидент произошел с истребителем-бомбардировщиком FA-18 Hornet и самолетом-заправщиком КС-130 во время тренировочного полета. Конкретные обстоятельства и причины случившегося до сих пор не установлены, сообщают американские чиновники. На этом пока все. Берегите себя.